Находимся на крыльце католической церкви Najsvätejšej Trojici в Якутске. Часто люди, которые проходят здесь вокруг, так спрашивают, когда открыто, когда закрыто, потому что дверь она в основном закрытая. Не имеем здесь пока дежурства, чтобы люди могли так свободно прийти посмотреть. Вокруг церкви находится памятник литовцам, которые были сосланы в ссылку с 1941 года до 1956 года. В основном поляки, литовцы, они считаются католиками, так поэтому эта память, она стараемся, чтобы была живой здесь, рядом с нашей церковью. Входя в церковь, по левой стороне находится эта маленькая часовня, которой пользуемся в будние дни. Литургия в нашем храме идет каждый день, в 6 часов вечером, только в среду 8 часов утром и в понедельник выходной день. Но и по помещению можно видеть, что в течение будних дней здесь собирается где-то 5, 8, 10, максимально 12 верующих, которые хотят не только по воскресеньям, когда это как бы обязанность, но хотят и так свободно приходить и молиться. Сейчас мы прошли в большой зал нашей церкви, где собираемся вместе с нашими верующими в основном по воскресеньям и когда есть большие праздники, большие празднования. Эта церковь была построена с 1999 года до 2009 года. То значит 10 лет, когда в основном отец Андрей, который был тогда настоятелем здесь, заботился сначала про документы, чтобы собрать деньги, что-нибудь здесь в Якутии, но в основном эта церковь была построена за деньги пожертвований католиков из всего мира, можно сказать. Но и в 2009 была освящена и начала эксплуатироваться. По воскресеньям здесь собирается так 50-60 человек. Можно сказать, что наш приход, он такой международный. Во время литургии священник, он в основном находится здесь за алтарем и читает молитвы. Здесь находится, называем амбон. Из того места сначала миряне, и так священник читают Слово Господне. Из того места идет каждое воскресенье проповедь. Здесь интересно, на фоне находится картина, рисунок Пятидесятницы. А можно заметить, что там находятся такие два местные моменты. Первый – это лицо Девы Марии. Она похожа на якутку, и на заднем фоне через окна можно увидеть долину Туймаду. Как бы автор этого рисунка хотел сказать, что эта Пятидесятница, это сослание Святого Духа происходит конкретно и здесь, в Якутске. На втором этаже находится орган, там наш органист сопровождает литургию музыкой. На стене находится крестный путь. Это является молитва, которую читаем в основном во время Великого Поста. И она говорит про последних 15 часов жизни Иисуса Христа. Там тоже очень интересно, что Иисус Христос имеет якутское лицо. Многие нас спрашивают, вот мы думали, что Иисус Христос, он русский или он какой-то другой национальности. Так в основном он был евреем, Иисус Христос, но в каждой культуре стараемся или Иисуса Христа, или Деву Марию рисовать так, чтобы были чем ближе и чем похожи людям, которые к ним молятся. Наша церковь, она открыта для всех, не только для верующих. Многие молодые люди приходят, говорят, что первый раз сходила в церковь. Может быть, кто-нибудь хочет прийти ради любопытства, увидеть, что здесь находится за этими мурами. Кто-нибудь хочет прийти, потому что ищет
покой, мир своей души. Кто-нибудь хочет прийти поставить свечу. Для всех желающих наша церковь, наша дверь, думаю, что и наше сердце открыто. Так если хотите, спокойно приходите.